Зебра. Правильная детская обувь. Здравствуйте, вы смотрите новости на канале «Новый век», в студии Чинчик Ашпукол. Сегодня в выпуске. Не пройти, не проехать. Члены Общественного народного фронта, сотрудники ГИБДД и представители мэрии провели рейд по проблемным участкам дорог Кызыла. Когда ждать лесных пожаров? Федеральная авиалесоохрана опубликовала предварительный прогноз. Национальный парк Тувы ждут изменения. Каким бы его хотели видеть жители, сегодня узнавали на городском Арбате. Об этом и не только, более подробно. Сегодня совместно с активистами Общественного народного фронта, инспекторами ГИБДД и сотрудниками мэрии прошел рейд по состоянию дорог Кызыла. С начала текущего года активистами ОНФ осуществляется всероссийский проект «Карта убитых дорог». Кызыл также принимает активное участие. Наша съемочная группа отправилась в совместный рейд и своими глазами увидела, где в Кызыле проезжая часть состоит из ям и колдобин. Улица Ровенская – один из участков состояния дороги, на которой оставляет желать лучшего. Именно ее первой посетили участники рейда. Как пояснили сотрудники госавтоинспекции, по ГОСТу яма не должна превышать в ширину 60 сантиметров, в длину 15, а в глубину 5 сантиметров. Здесь уровень показывает, что размеры ям в несколько раз превышают допустимые нормы. Каждый может принять участие в проекте «Карта убитых дорог», говорит его координатор. Участок это измеряем, если он не соответствует, в этом месте быстрее происходит ремонт. То есть это сделан этот сайт для того, чтобы поставить состояние дорог под общественность. То есть не именно вот Народный фронт, а каждый житель мог за свой клочок, да, свою дорогу проголосовать. Сказать, вот здесь надо неудобно ремонтировать. Оценка состояния дорожного покрытия из карты убитых дорог лишь доказывает, что нанесенные на интерактивную карту отрезки проезжей части действительно нуждаются в ремонте. В ходе замеров участники рейда зафиксировали несколько ям и трещин и на улице Калинина. Владельцам авто приходится лавировать между ямами на дороге. На данный момент на интерактивной карте дороги onf.ru отображены 10 отрезков дорог в городах Кызыл и Чадан, которые, по мнению жителей, нуждаются в ремонте. Отметить проблемный участок может каждый. Нужно указать на карте местоположение дороги, приложив фотографию с кратким описанием. Жители также могут проголосовать за обозначенные на карте дороги и прокомментировать. По словам автолюбителей, дороги столицы в некоторых местах оставляют желать лучшего. Водительский стаж у меня около 20 лет. Я из района приехал. В городе много разбитых дорог. Их необходимо сделать, конечно. Ям очень много. Машины их вынуждены объезжать, создавая аварийную ситуацию. Как нам рассказал сотрудник мэрии, в этом году до начала мая должны отремонтировать участок дороги на Ровенской 1 до дома номер 36, перекресток улиц Кахем и Дружбы, перекресток улиц Интернациональная и Дружбы, а также улица Комсомольская от Кочетова до Юнакурсейди, улица Колхозная, район дома ветеранов, участок дороги улицы Кочетова от Предмостной до здания Мублагоустройства. Далее в летний период также запланирован ремонт дорог в районе центра, горы, восточной части города на Байхакской. Все работы выполняют организации ООО «Восток» и САЯ. На сегодняшний день организацией проводятся работы по ямочному ремонту. Сделана улица Ангарский бульвар и Кузнецова. Далее по плану графику, составленному с учетом аварийно-опасных участков, с учетом улиц, где проходят маршрутные транспортные средства, будут проводиться работы по ямочному ремонту. А также проводятся работы по заливке трещин. Данные работы начаты в конце марта организацией ООО «САЯ». По итогам рейда выписано предписание об устранении дефектов. Это мероприятие не единственное. Проект с каждым днем только набирает обороты. Как говорят организаторы, какую дорогу власти в результате включат в приоритетный для ремонта список, будет зависеть от количества голосов. Диана Баимбугусерис-Ховалых, телекомпания «Новый век». Борьбу с адресами, где продают контрафактный алкоголь, нужно максимально поддерживать. Такое заявление сделал глава Тувы на аппаратном совещании в правительстве. Цитата: «Корень всех проблем в доступности алкоголя, его криминальности. Более 70% всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Считаю, что мобилизацию общества в борьбе с так называемыми адресами нужно максимально поддерживать». Конец цитаты. Факты изъятия алкоголя и спиртосодержащей жидкости из незаконного оборота зафиксированы в Зунхемческом, Улухемском, Эрзинском,
Ачинском, Тесхемском, Тандынском, Чедыхольском, Барунхемческом, Тоджинском, Кахемском и Кызылском районах. В течение прошлой недели на автодорогах республики выявлено и пресечено 6 фактов перевозки спиртосодержащей жидкости без соответствующих документов. По поручению главы Тувы вице-премьер Аяз Чуданол прорабатывает вопрос заключения соглашения между правительством Тувы и МВД по усилению контроля за надлежащим хранением и своевременным вывозом конфискованной спиртосодержащей продукции. Шалбан Караул рекомендовал максимально привлечь к борьбе с контрафактом общественность в лице Общественной палаты и депутатского корпуса. Материал о борьбе с продажей контрафактного алкоголя смотрите также после выпуска новостей в программе «Патруль». А пока к другим темам. Монголия предлагает увеличить пропускную способность реконструируемого контрольно-пропускного пункта Хандагай-Тыбаршо. Ее делегация прибыла в Туву, чтобы сверить свои планы модернизации КПП с российскими. Как выяснилось, в ходе обсуждения согласовывать сторонам есть что. В частности, расхождения обнаружились уже в количестве полос на автомобильном переходе. Тува и Росганстрой планируют организовать движение по 3 полосам в одну сторону. Монгольская сторона считает, что этого недостаточно. Участники встречи согласились с необходимостью синхронизации работ по реконструкции КПП и предполагаемых изменений в таможенной инфраструктуре. Для этого будет организована дополнительная рабочая встреча организаций, занимающихся проектированием объектов. Они же оценят необходимость расширения пропускной способности пункта до 5 полос и сформируют предложения для властей и заказчиков. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 39 копеек, а евро 60 рублей 75 копеек. Далее небольшой блок рекламы, не переключайтесь. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0036. Так двухкамерный холодильник Bosch всего за 916 рублей в месяц. РБТ.ру. Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель от эскиза до установки из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. КСУ Аюна Курседи 54. Вы смотрите новости телекомпании «Новый век». Мы продолжаем. Риск возникновения лесных пожаров в Туве прогнозируется на июнь. Предварительные данные опубликовала Федеральная авиалесоохрана. Он основан на долгосрочном прогнозе температуры и осадков Гидрометцентра России на предстоящие 5 месяцев, данных о горимости, полученных посредством космического мониторинга. Определены районы с наибольшей вероятностью возникновения пожара. В апреле-мае Республика Тыва не входит в зону риска. Пожароопасный период в это время предполагается в других сибирских регионах, как Хакасия, Иркутская область, Забайкальский край и Республика Бурятия. Риск повышенного возникновения пожара в Туве прогнозируется в июне текущего года. Наиболее опасная зона – центральная часть республики, сообщается в документе Федеральной службы авиалесоохраны. В целом июнь ожидается напряженным для всей территории Сибири. Напомним, для реализации задач по профилактике пожаров и своевременному реагированию глава Тувы Шалбан Караул согласовал сводный план 2017 года по тушению лесных пожаров на территории республики с Департаментом лесного хозяйства, авиалесоохраной и Республиканским Рослесхозом. План находится на контроле региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и муниципалитетов. По предварительным расчетам, на тушение лесных пожаров в 2017 году будет привлечено свыше 500 человек и 110 единиц техники. Режим 217. Управлением ФСБ России по Республике Тыва совместно с Республиканским отделом Федеральной службы войск Национальной гвардии провели рейд. Его основная цель – обеспечить порядок на приграничной территории и не допустить незаконного применения гражданским населением оружия и боеприпасов. В ходе совместных дежурств сотрудники обеих структур задержали одного нарушителя пограничного режима, гражданина Монголии, который привлечен к административной ответственности. Также из незаконного обращения изъято 3 единицы огнестрельного оружия, более 80 единиц боеприпасов разного калибра. Изъятое оружие и боеприпасы переданы в органы МВД для принятия процессуального решения. Как сделать места массового отдыха удобными, красивыми и современными? Такой вопрос задали жителям Кызыла. В рамках программы «Парки малых городов» в этом году выделены средства. Изменения запланированы в Национальном парке Тувы. Каким бы его хотели видеть жители, узнавали сегодня на городском Арбате. В последнее время одним из основных вопросов со стороны жителей стал вопрос на развитие общественно-культурного пространства. Парки – уникальное место в городе, где можно провести хорошо время всей семьей. Поэтому в рамках программы «Парки малых городов» на обустройство Национального парка Тувы было выделено более 3 миллионов рублей. У нас, повторю, что есть
возможность обустроить парк. То есть там есть соответствующие требования, вот в том числе и анкетирование. Ну, как бы проект вообще в принципе ориентирован на пожелания наших жителей, наших граждан. Проекты для нововведений в парке уже есть, однако, по словам его руководства, при обновлении места массового отдыха горожан прежде всего нужно основываться на инициативе и предложениях самих кызылчан. Так, сегодня на городском Арбате сотрудники национального парка провели анкетирование среди горожан. Хотели бы вы видеть обновленный детский городок в парке? Если да, ставим галочку здесь. Дизайн проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству должен быть утвержден не позднее 1 июля текущего года. Также одним из условий проекта является совместная работа с населением. Сами же жители рады новой возможности обновить место отдыха. Я бы хотела, чтобы парк у нас был озелененный. Чтобы люди туда шли, значит, надо нам аттракционы увеличить. Потом хотя бы памятник Дерсу Зала там поставить, чтобы все знали, что история у нас есть какая-то. Вот этот проект отличный. Мне понравился. Вообще нечего добавить. Красиво. Красивым, обустроенным, как они предлагают на те деньги, которые выделены. И надеюсь, что они будут целенаправленно растрачены. Национальный парк будет благоустраиваться в несколько этапов, а работы будут осуществляться с учетом пожеланий активных горожан, содействующих реализации этой идеи. Так, при условии, что не будет сбоя финансирования, ко второй половине июля Национальный парк предстанет перед жителями Тувы обустроенным новыми спортивными и детскими площадками. Анастасия Маслова, Чинчис Самбуга, Буян Аюн, телекомпания «Новый век». Далее в эфире рубрика «Новости короткой строкой». Русское географическое общество, телеканал «Моя планета» и радиостанция «Маяк» приглашают принять участие профессиональных гидов, экскурсоводов, проводников, а также любителей и всех, кто любит и знает свою страну во всероссийском конкурсе «Лучший гид России». Цель проекта – найти самых увлеченных и талантливых гидов, способных влюбить в свой регион всю страну. Все, что нужно – снять 2-минутный видеоролик на русском языке, содержащий яркий рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности вашего края. Отправьте получившийся сюжет на сайт лучшийгид.рф до 30 июня. Правительство Тувы утвердило проектное задание на строительство 4 школ в районе дачного поселка Левобережный, микрорайоне 6А, а также в селах Акирикты-Схемского и Кызылхаям-Ингунтайгинского районов. Предполагается, что для них будут использованы готовые архитектурные решения, вошедшие в реестр типовой проектной документации. Это позволит значительно сократить затраты и сроки строительства. Росстандарт установил требования для фликеров и других световозвращающих элементов на одежде. Теперь у пешеходов на одежде и сумках должны быть не просто фликеры, а световозвращающие элементы в соответствии с новым установленным ГОСТом. Напомню, что 1 июля 2015 года вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые требуют, чтобы пешеход ночного времени светился на дороге. Он должен иметь на одежде или рюкзаке световозвращающий элемент, если передвигается в темное время суток вдоль дорог, сообщает «Российская газета». Тува на майские праздники будет отдыхать на 1 день дольше, чем остальные регионы страны. Согласно утвержденному правительством России календарю праздничных дней на 2017 год, майские праздничные выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Жителям Тувы прибавили 1 день в связи с переносом выходного дня по случаю Дня Конституции Республики. Таким образом, Тува отдыхает с 29 апреля по 1 мая, как все россияне, и с 6 по 10 мая на 1 день больше. В Туве создан Совет мужчин. Первое учредительное собрание организации состоялось при участии представителей силовых структур и общественных организаций. Совет мужчин призван формировать основы нравственного и патриотического сознания, профилактику правонарушений, повышение культуры, пропаганду здорового образа жизни и сохранение национальных традиций. И в завершении выпуска о погоде. Завтра в Кызыле ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +1, -1, днем +15, +20. Ветер от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 712 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео в предстоящие сутки. В Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром +3 градуса, днем +2, +7. В Бородане ясная, без осадков. Температура воздуха утром -2 градуса, днем +1, +7. На Полке погода ясная, без осадков. Ветра нет. Температура воздуха утром -5 градусов, днем -1, -6. В Танзбе ясно, без осадков. Температура воздуха утром -3 градуса, днем 0 +5. По всей трассе проводятся дорожные работы и проезд удовлетворительный.
На этом все. Выпуск новостей ищите также на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Передаю слово моей коллеге Анастасии Масловой. Далее в эфире программа «Патруль». Спасибо за внимание. До свидания.